С 1 кастрычніка ў Мінску вводится ночны сухі закон, то бок не будут продавать алкоголь ночью. Как вы так это ставитесь? Лично я ставлюсь хреновенько, потому что иногда хочется пивка по ночам. Но, в принципе, я могу понять, и мне даже, в принципе, нравится нововведение, которое в Европе, когда нельзя купить алкоголь в определенное время. Но мне кажется, для нашей страны это не очень срабатывает. Это хорошо, потому что когда, извините, я человек выпивающий, когда не хватает, бежишь куда-нибудь. Ну, конечно, когда компания. Запасайтесь раньше. Положительно. Нормально ставлюсь. Сама не пью, другими советую, занимаюсь спортом. Совершенно справедливо, конечно. Такого не должно быть, я вам честно говорю. Ночью это есть ночью, человек должен отдыхать, а не смотреть на все это, то, что происходит иногда. Я с Англии. Можете на русском. Да. Ограничивается продажа алкоголя в ночное время. Очень Почему? хорошо. Потому что не будет так много пьяных на улицах. Алкоголь продавать ночью, в принципе, я считаю неправильно, потому что это инициирует больше алкоголя, употребления и у молодежи, и просто у людей. В этом есть положительные вещи. Ну, мне 22 года, например, да, могу, в принципе, судить, да, о том, что происходит в молодежи, то есть с моими ровесниками. Слишком много пьют молодежь. Всякое отребье, да, алкоголики всякие, там, тунеядцы и прочие перестанут ошиваться возле магазинов, ночников тех же самых. Очень хорошо. Це не добре, це дуже погано. А як ви лічите, типу, впливає гэта на колькасць злачынстваў, там, ці аварии в нецвярозым Да, стане? это да. Я думаю, нет, но люди же выходят в барах же можно выпить, правда? Ну, то же самое, я думаю, будет. Есть статистика на эту тему. Зависимость такая есть. Думаю, нет. Что бы ни менялось. Типа, впливає такое? Это очень много. Это, да, это очень много. Да, скорее всего, что влияет, потому что, ну, когда у нас получается аварий большинство по алкогольным статистикам, это ночью. Потому что, во-первых, милиции меньше, обычно машин меньше, и люди думают, что можно выпить и поехать за рулем. На ДТП, на пьяное вождение это навряд ли скажется. Лучше вводить более жесткие наказания. Отбирают права и машину, ну, лучше сажать, не знаю. Думаю, що да. Звичайно, збільшується. З України, так? З України. А ці ёс у вас некі такі аналагічні міри? Ці у вас продається алкоголь ночью? На жаль, продається. На жаль. Ніколи взагалі не купляю алкоголь, крім там якихось приємних напоїв і не в нічне время. Хоча у нас супермаркети працюють круглосуточно, цілодобово і, звичайно, що можна купити. Але це, мабуть, що не дуже хороша тенденція. А есть ли в Англии аналогичные меры по ограничению продажи алкоголя? Или там продается Да, круглосуточно? есть, нет. Есть круглосуточно, но эти точки, их очень мало. Из-за этого, чтобы добраться до этой точки, надо, конечно, ехать далеко. Супермаркеты у нас закрываются часов 8. Часто вам доводится ночью ходить в краму за О, алкоголем? раньше часто, сейчас практически нет. Нет. Когда? Ніколи. То бок не спотребится. Нет, никогда. Если честно, никогда. Я не пьющий, так что не. Ну, конкретно у нас на Ополоске в городе, да, приходилось покупать, но все это было полуподпольно. Во-первых, наценка была на алкоголь большая, нужно было договариваться с продавцами. Не приходилось еще. Не очень, обычно летом и пивко. Добре, дякую вам.